Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что успеет случиться до конца этого месяца. Загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Грифон вам вышел, ну надо же. Дева рядом со львом. Какие знаки, слушайте, давно такого не видела. Что-то прям невероятное, судьбоносное случится. Понятно, что отсыпка у нас общая, вы все разные, но тем не менее, вы зашли на мой канал, вы смотрите именно это видео, а кто-то посмотрит, может быть, чуть попозже. Но вот четко идут судьбоносные события. 3 судьбоносных события успеют случиться до конца месяца. Прям такие, знаете, яркие, важные, которые влияют на все и сразу. Ну, давайте, наверное, пойдем с корня рисунка. В корне рисунка женщина, которая схватилась как за дерево, либо как спасательный, я не знаю, трос, можно и так назвать, как веточка, либо как веревка, но такая толстая. Женщина за нее схватилась и сама себя вытаскивает из таких бурных вод, да, как будто бы вода неспокойная. Но смотрите, у одних отыграется, что это ваше состояние души, когда вы очень сильно переживаете, волнуетесь, ну, как в негативе, да, в каком-то прям варитесь, да, сможете выбраться. А у других отыграется действительно превратности судьбы, какие-то неприятные моменты, очень много всяких таких нехороших ситуаций, в которых вы находитесь, да, как выбираетесь, вылазите потихоньку, тяжело, конечно, тяжело, опять же, никто не помогает. Вы выбираетесь, вы как сами себя, да, вытаскиваете, сами себя. Вода на конец месяца будет касаться только лишь ваших ног. Вот ступни, пятки. Все остальное тельце ваше, оно уже сухенькое, высыхает. Ну, молодец, сильная личность, сильный человек. Так, чаша. Над ней змея. Но это знак медицины, 100%. Тут по-другому быть не может. Вот классический знак медицины. С правой стороны прием медикаментов. Причем с правой стороны медикаменты, которые вас исцеляют, улучшают ваше состояние. Здесь могут быть медикаменты как традиционной медицины, там всякие инъекции, пилюльки, микстурки, и также нетрадиционная медицина, которая здоровски работает именно в вашем случае. Ну, чаша большая, полная, и змея, которая исцеляет. Здесь явно здоровье поправится, либо вы наконец-таки поймете, что вам применять, чтобы наконец-таки настали улучшения в вашем здоровье. Человек пустую лодку тащит на сушу, не решается спуститься по волнам, на сушу тащит. Мужчина тащит лодку на сушу. Девчонки, если вы от какого-то мужчины прям ждали бурной активности, либо какого-то предложения, либо решения, может быть, он должен был приехать, я вижу, что не решится, либо что-то не получится. Лодка сама по себе пустая, да, прям четко показали, пустая, внутри вообще ничего нет. И вот он тащит, пятится назад, тащит эту лодку на сушу. Вот она вода, видите, волны, а он лодку свою тащит на сушу. Ну, либо побоится, либо действительно какие-то объективные причины, о которых вы узнаете прям совсем попозже. Да, не до конца месяца узнаете, попозже, может быть, в следующем месяце узнаете.
пока лодка не плывет, пока он к вам не плывет, либо пока он не принимает то самое главное решение, либо не говорите самые главные слова. Ну что ж, значит так надо, значит так надо. Все бывает, и это будет. Девушка опирается на спину льва, ну, вернее, она его гладит. Знаете, очень похоже на аркан Таро «Сила». Прекрасная дева и огромный мощный такой зверь. Смотрите, у одних отыграется укротить мощного зверя, подчинить его себе, стать его хозяйкой, дрессировщицей в конце концов, справиться с крутым нравом какого-то человека. Еще, если мы говорим про рабочие моменты, про бизнес, работу, карьеру, то здесь действительно показать себя с лучшей стороны и взять все под свой контроль. Ну, хороший, сильный знак. Очень сильный знак. И еще кто-то из моих прекрасных зрительниц проявит волю, проявит силу, проявит свой характер. И вы знаете, как все перед вами дрогнут. Даже самые дикие и мощные звери вам покорятся. Ну, вы человек такой. Вы такой человек. Еще с правой стороны. И я вижу, что вы от чего-то нехорошего, большого и страшного убегаете. Но здесь как какой-то змей, не змей, может быть, даже какая-то ящерица со змеиной головой. Вы как убегаете. Вам удается убежать, как избежать даже встречи с этим существом. Вы будете очень быстрой, и вы будете очень ловкой. И вам удастся. Не будет столкновения с этим вот негативным существом, страшным существом. И уж тем более вы не попадете в лапы, либо в пасть этому существу. Может быть, как разменетесь с каким-то злом, либо с каким-то негативным человеком. То есть как убегаете, убежите. Так, внизу у нас птица, которая смотрит в небо. И у птицы перед глазами какой-то как знак, как знамение. Может быть, какие-то ваши мысли, какие-то ваши идеи, затеи, мечты. Здесь вы получаете знак, как одобрение, что да, ты на правильном пути, ты о правильном думаешь, о правильном мечтаешь, к правильному стремишься. Очень хороший символ идет, который зажжет в вашем сердце надежду, придаст вам силы и, возможно, даже ускорение. Да, может быть, как быстрее даже совершится то, что вы задумали. Но до конца месяца, здесь пока только мы говорим о знаках, я не вижу самого совершения, либо начала действия. Я вижу как знак одобрения. Может быть, у вас какой-то проект, и вам там, вышестоящие инстанции его одобрят. Может быть, у вас хорошая мечта, либо хороший замысел, и вам высшие силы промаякуют, что да, мы тебя благословляем, иди в том направлении. Но вижу, что надежда загорается в вашем сердце, и это дает вам силы идти вперед, либо силы действовать, добиваться этой задумки. Хороший знак, знак надежды. С левой стороны здесь кого-то будут бить. Но не вас, не пугайтесь. Здесь кого-то будут бить, причем, возможно, вы, не обязательно палкой, да, может быть, словами, вы человека на место поставите, людей на место поставите. Возможно, люди, которые давно заслужили там, получить по 5-й точке. Вот вижу, что 2 человека, еще 3-й там позади, но 3-му меньше всего достанется, потому что менее виноват. А вот прям 2 стоят, и прям такая большая дубина, прям, знаете, причем зря лупит. Но опять же, это как-то с вами связано. Либо из-за вас, либо эти люди обижали вас, либо это справедливое возмездие, ну, либо справедливая кара. Вот как-то так идет. Но если вы людей будете ставить на место, то очень хлесткие слова, они гораздо сильнее, имеют эффект гораздо сильнее, чем сам удар. То есть те слова, которые вы людям скажете, они будут больнее, чем удар дубиной. Вот, как-то прям плохо этим людям будет, прямо жалко на них смотреть. Но вы все делаете правильно, либо это все справедливо. Так, кто-то у меня на себя посадил крышу. Очень много домашних каких-то вопросов, домашних дел. Если вы планировали какие-то улучшения в своем доме, изменения в своем доме, просто генеральную уборку сделать,
с левой стороны. Вы это сделаете, причем как-то легко, быстро и непринужденно. Либо кто-то для вас, либо делать будет, либо вам в этом будет помогать. И львиную долю этой работы выполнит сам, либо сама. И еще по таким знакам человек обретает свою крышу, обретает свой дом. Может быть, вы в поиске жилья постоянного, либо временного. Да, может быть, вы планируете отдых, например, да, ищете себе жилье, где остановиться, там отель, либо, может быть, арендовать там временно на короткий срок. Вы найдете, крыша прям на вас. Она уже ваша, она на вас стоит. И там маленькая буква «В». То есть легкая победа идет. Лошадка смотрит влево, работы будет меньше, либо вам легче на работе станет, потому что лошадка маленькая и смотрит влево. Может быть, вы как думаете, либо вам кто-то сказал, что будет большой объем загрузки, что придется вкалывать. Нет, лошадка маленькая, она смотрит влево. Наоборот, вам будет легче на работе. Работы чисто физического этого тяжелого труда будет гораздо меньше. Меньше, чем вы, например, ожидали, либо чем вам обещали. При этом большая рыба проплывает над маленькой лошадкой. То есть мало работаете, больше получаете, либо меньше поработаете, больше получите. Да, хороший на самом деле знак. Всем бы так было бы замечательно. Кстати, по большой рыбе, рыба плывет слева направо, придут доходы, либо придут деньги, на которые вы не рассчитывали, либо сумма будет гораздо больше, чем вы, например, ждали. Опять же, может быть, кто-то еще вам подкинет деньжат, и прям вообще чудесно все будет. Сумма вашего дохода по итогу, она увеличивается. Для вас это будет большим сюрпризом, большой радостью. Чуть выше, рядом с какой-то женщиной, молния в землю бьет. Ее очень сильно пугает. У женщины стресс, ужас, караул. Это не вы, сразу говорю, не пугайтесь. Женщина сама привлекла эту молнию. Когда молния бьет, это либо высшие силы человека призывают к закону и порядку, либо это проблемы с законом, конкретно с законом. Да, человек нарушает закон, к нему приходят там добрые дяди и предъявляют всякие обвинения. Какую-то женщину не попадает, но рядом прям около ног бьет эта молния. У женщины там паника, стресс, депрессия. Там, конечно, хлебнет она страхов, самое не хочу. Женщина. Что сказать, скорее всего, заслужила, просто так молнии не бьют. Значит, заслужила. Дело, которое вы считаете уже решенным, там какие-то могут быть осложнения. Из-за какой-то женщины, какая-то дамочка тут недовольная, как палку в это колесо вставляет, да, замедляет процесс, либо его останавливает. Вам еще придется с этой женщиной разбираться. Она очень правильная, я бы даже сказала, строгая. Может быть, действительно что-то не в порядке, может быть, действительно что-то нужно там переделать, доделать, как-то по-другому поступить. В общем, она как не пускает. В принципе, обижаться на нее не стоит. Она за справедливость, либо она за правду, она за правила. И здесь я вижу, что будет как остановка, и вам придется еще что-то доделывать. И не могу сказать, успеете вы или нет до конца месяца. Но даже если перенесется на следующий месяц, не страшно. Главное, что вы сделаете правильно. Так, пиявки какие-то от вас отцепляются, отпадают. Тут много пиявок, как паразиты какие-то. Паразиты. Давайте так. Возможно, у вас действительно были паразиты, вы с ними боролись. Потрясающе. Вы все сделали правильно, паразиты уйдут. Прям уйдут от вас, из вашего тела, из вашей жизни, о них забудете. Если вы, например, не страдали из-за паразитов, то здесь, скорее всего, люди, которые паразитировали на вас. То есть за ваш счет, вашим, на вашей спине, на вашем горбу. В общем, понимаете, да? Отпадают и будут крайне недовольны. Еще вам будут высказывать и говорить, какая ты нехорошая, не хочешь, чтобы мы на тебе паразитировали. Это такая наглость, это такой беспредел.
И вы прям будете очень возмущены на самом деле. Ну, в общем, что есть, то есть. Да, видно, вы этих паразитов прям совсем разбаловали. Так, еще кто-то выйдет из блока. Не вы, но кто-то, кого вы знаете. Человек в каком-то блоке находился. Может быть, в прямом смысле слова был изолирован. Может быть, как ограничен в перемещениях. Может быть, сам по себе где-то там забежал, спрятался, да, не выходил на связь. Но вижу, что человек из блока выходит, с правой стороны выходит. Здесь будет очень долгий разговор человек, он все будет объяснять, пояснять. Сначала вы, конечно, будете злиться, а потом как-то проникнетесь историей этого человека, его там правдивыми глазами, правдивыми речами. В общем, договоритесь, помиритесь. Ну вот выходит из темноты, выходит из блока. Здесь несколько подходов, и вы как каждый подход примеряете. Возможно, о чем-то будете очень много и долго думать и постоянно менять. Менять то ли свое мнение, то ли свои планы будете менять. Здесь как информация будет всплывать. Каждый раз вот новая информация всплывает, вы раз переиграли, передумали, перепланировали. И вот так на протяжении нескольких дней все у вас будет меняться, все у вас будет, знаете, в таком разболтанном состоянии. С одной стороны, конечно, это напряжение, а вот с другой стороны, все-таки, учитывая новые обстоятельства, да, вы планируете все правильно. По итогу я вижу, что с правой стороны вы своего достигнете, либо свое осуществите. Так, и еще Грифон у вас выходит. Но Грифоны у нас обычно это знаки победителей, это знаки достижений и очень успешных людей. Понятно, что вы все разные, но здесь точно ждет вас успех. Грифон небольшой, но он есть. Успех в деле, в любви, на работе, в бизнесе, может быть, даже в каком-то творчестве. Вот ждет вас успех. Грифон небольшой, но очень приятный. Опять же, это знак. Знак того, что вы все делаете правильно, знак того, что вы интересны, что вас любят, признают, в вас нуждаются, что вы незаменимый сотрудник, да, либо востребованный человек. Хороший знак. Грифон, конечно, хорошо. Опять же, силы вам придаст. И вы еще что-то задумаете, либо за что-то возьметесь. Знаете, дополнительная нагрузка. Но, конечно, силы-то прибавились, да, успех пришел, достижение случилось. И у вас вот прям желание дальше идти, желание увеличивать объемы своего успеха. Хорошее желание. Так. В трудную минуту вам кто-то поможет. Смотрите, вы все разные, трудные минуты у вас тоже будут разные. У кого-то вот прям необходимость там, физической помощи, у кого-то материальная помощь нужна, кому-то нужно, может быть, с кем-то проконсультироваться. Я вижу, что вам человек какой-то помогает. Человек, который ради этой помощи даже какие-то свои дела оставляет, отодвигает. И вот прям с головой окунается в вашу проблему и вам помогает. Вы этому человеку будете очень благодарны, очень признательны. Хороший человек. Хороший, очень хороший. И смотрите, человек не ждет от вас, даже спасибо не ждет. Вот делает все по зову сердца. Потому что вы для этого человека не чужая, либо человек вам неравнодушен. Да. Для кого-то это начало любви, для кого-то дружбы, а у кого-то как момент помириться, примириться, восстановить отношения. Опять же, вы все разные. Так, здесь у меня мужчина нарядный, в шляпе, в какую-то арку входит. В арку. У них отыграется, что мужчина, не знаю, на работу устраивается, мужчина чего-то добивается, достигает. Мужчина, в шляпе, умный, да, он умный, он молодец. Он, может быть, своим умом всего этого добивается. У мужчины впереди очень хороший путь. И мужчина на чем-то ставит крест, на чем-то плохом, нехорошем, как на кляксе ставит крест. Может быть, какие-то ошибки совершал этот мужчина, допускал, совершал. А теперь он вот строго решил покончить с этими ошибками, и перед ним прям новый путь открывается. И он такой весь в перепараде, и в этот новый путь отправляется. На работу устроится, добьется чего-то, на что-то решится, что-то сделает.
Хороший на самом деле знак. В венце дельфин. Дельфин прям в вашу сторону плескается. Романтика. Романтика, мечты, свидания. У кого-то, кстати, девчонок даже и знакомство идет по этому дельфину. Если будет знакомство, то человек вам точно по судьбе. Да, это судьба вам именно с этим человеком познакомиться, именно в этот период вашей жизни. Человек будет максимально обходительным, максимально доброжелательным. И вот прям эмоции переполняют человека в вашу сторону. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.